Церемония завершена. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выступают с заявлением по итогам переговоров. Уважаемый Эмомали Шарипович, дамы и господа, друзья, искренне рады приветствовать президента Республики Таджикистан Эмомали Шариповича Рахмона, который находится в России с официальным визитом. Подчеркну, наши сегодняшние переговоры с Эмомали Шариповичем по традиции прошли в дружеской и деловой атмосфере и были весьма содержательными. Отношения между Россией и Таджикистаном носят подлинно стратегический, партнерский и союзнический характер, основываются на незыблемых принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга. А самое главное, они продолжают поступательно и динамично развиваться. Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 7% и достиг 1,5 миллиарда долларов. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работает свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наше капиталовложение составляет 1,6 миллиарда долларов. Важно, что Россия и Таджикистан практически отказались от использования иностранных валют в финансовых взаиморасчетах. Доля рубля в коммерческих сделках по итогам прошлого года превысила 96%. Последовательно выстраиваются устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Целый ряд банков Таджикистана подключились к системе передачи финансовых сообщений Центробанка России. Российские и таджикистанские граждане имеют возможность осуществлять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей. Решаются вопросы более широкого использования на территории Таджикистана российских платежных карт МИР. Правительства двух стран на постоянной основе работают над тем, чтобы улучшить режим взаимной торговли и инвестиций, создать условия для новых взаимовыгодных проектов. Реализуются подписанные в октябре прошлого года программы экономического сотрудничества. Профильными ведомствами двух стран разработан план мероприятий по увеличению двухстороннего товарооборота в 2,5 раза к 2030 году. Россия поставляет большие объемы нефти и нефтепродуктов в республику, практически полностью покрывая потребности таджикистанской экономики в углеводородах. Причем поставки энергоносителей осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин. На таджикистанском рынке активно работает «Газпромнефть», владеющая сетью нефтебаз и заправочных станций и обеспечивающая весомую долю всех налоговых платежей в государственный бюджет страны. Россия помогает Таджикистану в развитии гидроэнергетики. Построенная с российским участием Стангюдинская ГЭС производит 12% потребляемой республикой электроэнергии. Наши компании готовы и далее оказывать содействие в эксплуатации и модернизации существующих в Таджикистане мощностей генерации на основе самых передовых технологических и экологических стандартов. Углубляется промышленная кооперация. Российская группа компаний БТК реализует проект по созданию в республике кластера легкой промышленности, полного цикла от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий. Налажены поставки на таджикистанский рынок продукции машиностроения, легковых автомобилей, труб, изделий металлопроката. А в соответствии с подписанным сегодня межправсоглашением в Душанбе в скором времени будет создан российско-таджикистанский индустриальный парк. Хорошо известно, что в России живут и работают порядка 1 миллиона граждан Таджикистана. Они заняты в самых разных отраслях, особенно таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспорт и логистика, и вносят большой вклад в развитие российской экономики. И что немаловажно, их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем и для Таджикистана, и для их семей. Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты.
Российские профильные ведомства находятся в постоянном диалоге с таджикистанскими коллегами и дают максимально подробные разъяснения правил в сфере миграции. Отмечу также, что наша страна предоставляет Таджикистану значительное донорское содействие. За счет российских средств республики финансируются программы школьного питания, модернизация оросительных систем, а также многие другие проекты в важных сферах жизни таджикистанского общества. Продвигается сотрудничество в культурно-гуманитарной области. Как известно, в Таджикистане русский язык имеет конституционный статус языка межнационального общения. Мы очень благодарны президенту Таджикистана за такое бережное отношение к русскому языку. В этой связи отмечу успешно реализуемый совместный проект школьного обучения на русском языке. Речь идет о 5 школах в Душанбе и других таджикистанских городах, в которых по российским образовательным программам и стандартам обучается порядка 5,5 тысяч учеников. В рамках проекта «Российский учитель за рубежом» в прошлом году в Таджикистан для преподавания направлено почти 100 педагогов из России. Кроме того, в настоящее время в российских вузах, а также на филиалах в республике и в Российско-Таджикском славянском университете обучается более 35 тысяч таджикских студентов. Для нужд республики выделена одна из самых крупных для стран СНГ квот – 1000 государственных стипендий. Сегодня в Душанбе состоялась торжественная церемония по случаю начала строительства при участии России Международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. И мы с Эмомали Шариповичем приняли в ней участие по видеосвязи. Рассчитываем, что эти новые культурные объекты станут еще одним символом дружбы народов России и Таджикистана. А в нынешнем году мы вместе отмечаем 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Это действительно общая победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущих поколений. Эмомали Шарипович принял наше приглашение и приедет на празднование юбилея Победы 9 мая в Москве. Также, согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил республики будет участвовать в торжественном параде на Красной площади. Обсуждение актуальной региональной и глобальной повестки дня вновь подтвердило общность позиций наших стран. Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела. Мы осуществляем координацию по ключевым направлениям и на основных международных площадках – ВДКБ, ШОС, Содружество независимых государств. Россия оказывает поддержку Таджикистану в ходе его председательства в СНГ в текущем году, главным событием которого станет саммит лидеров Содружества в октябре в Душанбе. Разумеется, мы не могли не обсудить и проблематику безопасности в Средней Азии, в частности, с учетом вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана. Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в этом регионе, в том числе используя возможности, дислоцированные в республике 201-й российской военной базы. Условлено и далее углублять оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество. Упомяну, что в конце 2023 года состоялось открытие погранзаставы в горном районе Таджикистана. Застава построена за счет российского федерального бюджета и укомплектована самыми современными техническими средствами и вооружением. Мы договорились сегодня, что будем продолжать работать по этому направлению. В заключение хотел бы подчеркнуть, что состоявшиеся у нас переговоры, обмен мнениями, подписанные документы, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению российско-таджикистанского партнерства, послужат улучшению благосостояния и процветания народов наших двух стран. Большое спасибо за внимание.